Салам, достор! Жаңы жылыңыздар менен. Мени атым Ани Ерохина. Мен Америка элчилигинин басма сөз катчысымын. Бул менин кесиптешим, менин досум Миранда Люпьон. Ал билим берүү жана маданият иштери боюнча кеңешчиси. Жаңы жыл жаңы максаттарга умтулабыз. Турабы? Эгерде сиздин максаттарыңыз ушул жылда Америка элчилигинин программаларына тапшыруу болсо, анда Миранданын сунуштары абдан керектүү болот. Биз орусча сүйлөшөбүз, бирок негизги сунуштарды мен кыргыз тилине которуп турам. Макул, баштайлы. Так, Миранда. У посольства США много образовательных программ обмен на разных уровнях. Доступим, что я хочу подать заявление на одну программу. Что я должна сделать, чтобы повысить мои шансы или чтобы меня выбрали? Это очень-очень хороший вопрос. Самое важное, когда вы, например, вы пишите ваше сочинение, вашу заявку, надо объяснить, как вы будете пользоваться вашим опытом во время обмена после того, как вы вернетесь в Кыргызскую республику. Как вы будете именно пользоваться опытом, чтобы улучшить страну, или улучшить школу, или университет, и так далее. Поняла. Биринчи сунуш. Сиз программадан кийин Америкада алган тажрыйбаңызды, сиздин мектебиңизди, же комуңузду, же өлкөңүздү жакшыртуу үчүн кантип колдооруңузду так жана толук билишиңиз керек. Так, второй вопрос. В каждой программе обмена есть вопросы о характере или достижениях человека, на которые надо ответить. И есть ли у вас какие-то советы, вот как конкретно на эти вопросы мы должны ответить? Да, конечно. Когда вы отвечаете на наши вопросы, пожалуйста, предоставляйте конкретные примеры. Например, если вы говорите о лидерстве, пожалуйста, напишите что-то, когда я лидер во время пандемии коронавируса, когда все школы закрылись в стране, я создала ежедневный кружок для детей, чтобы практиковать английский язык виртуально, через Zoom. И у нас были около, 40 участников или что-то как это. Пожалуйста, не пишите что-то как «Да, я лидер с детства, моя мама тоже думает, что я лидер» и так далее. Так что вот конкретные примеры. Экинчи сунуш. Сиздин мүнөздөгөн же жетишкендиктериңиз тууралуу суроолорго дайыма конкреттүү болушу керек. Третий вопрос. Хорошо, доступен. Я дошла до этапа собеседования. Ничего. Да, и вот сейчас я очень нервничаю. Что мне делать? У вас есть какие-то советы? Во-первых, как вы, наверное, уже знаете, в нашей программе обычно требуют знания английского языка. И поэтому наши интервью и собеседования, они будут на английском. То есть, пожалуйста, практиковать, говорить на английском можно в американских уголках практиковать или с вашими коллегами, но это очень важный пункт. Во-вторых, у нас, к сожалению, иногда только 10-20 минут с каждым кандидатом. То есть, когда вы отвечаете на наши вопросы, очень коротко сказать, пожалуйста, самые важные пункты в начале вашего ответа. Үчүнчү сунуш. Интервью учурунда сиздин жоопторуңуз так жана нуска болушу керек. Так, и последний вопрос. Некоторые программы, они требуют рекомендательных писем. Что должны писать рекомендатели? Да, как вы, наверное, знаете, рекомендательное письмо это является очень важной частью
ваши заявки. Рекомендации должны именно предоставлять конкретные примеры вашей активности, вашей работе, с которыми они уже ознакомились. Да? Они не должны только написать, например, ну, это кандидат, он очень хороший, он очень добрый. Но можно это писать. Это хорошо, но надо добавить пример. Почему? Откуда мы это знаем, да? Төртінші жана акыркы сунуш. Рекомендация берчү адамдан сиз тууралуу конкреттүү мисалдарды жазууну сураныңыз. Большое спасибо, Миранда, за эти прекрасные советы. Друзья, пожалуйста, сохраните это видео и, пожалуйста, подайте заявку на участие на одной из наших программ. Достор, осул сунуштарды колдонуңуз жана биздин программабызга катышыңыз. Удачи вам, до свидания. Көрөшкөнчө.